Просто подравниваешь, буквально подрезаешь. Вот сама форма фигуриста, она уже природой создана. От классических роз и лилий до экзотических орхидей и гибискусов. Настоящий цветочный рай во дворе дома Раисы Матиевой. Фонтан журчания воды создает мелодичный фон для отдыха, а каменный тротуар ведет к скрытым уголкам сада, где можно уединиться и отдохнуть. Здесь мы видим плоды труда за более чем 20 лет. Растения, это все, конечно, требует своего ухода. Поэтому время, да, занимает. Но это все в удовольствие, хочу подчеркнуть. Это никто не заставляет. Никто не принуждает, это просто вот есть, и всем нравится вроде, стараемся. Конкурс-фестиваль цветов, инициированный главой Ингушетии, стал отличной возможностью для Пятимат Имагожевой продемонстрировать созданные и побороться за звание владельца лучшего сада в республике. Первый этап успешно пройден, теперь Пятимат ждет оценки комиссии на втором этапе. Георгины, петунии, цинии и еще множество видов и сортов различных цветов. Буйство красок и потрясающий аромат. В саду Пятимат Имагожевой все сделано с любовью и вниманием к деталям. Если вы выиграете, на что вы решили направить? Ну, я хотела вот продолжить покупать себе разные цветы, самшиды, озеленение я хотела. А вообще, как долго вы этим занимаетесь? Уже лет 20. Некоторые у меня растут. Вот самшиды здесь 20 лет, туи 20 лет. Для себя я все делала. Независимо от результатов конкурса, все участники уже настоящие победители, ведь они делают нашу республику еще краше и уютнее, отметил глава региона. Эту цель преследует и Аминат Мальсагова. Свой сад взращивает как маленького ребенка вот уже 30 лет подряд. Зеленые подопечные помогают женщине отвлечься от житейской суеты и забыть о проблемах. Никто не помогает, да, я хочу парать, могу и поэтому духаю растения жду начиная с весенних, бести, круглый год, что хосхугёжешь, хамдуас, бести, тюльпаны, гейцинтыш, нарциссы, ждождох. В прошлом году в конкурсе приняли участие 62 человека, а в этом году поступило уже около 90 заявок. Во второй этап фестиваля цветов прошли 27 участников. Сейчас строгая, но справедливая комиссия оценивает конкурсантов. Эксперты обращают внимание на разнообразие, оригинальность, ухоженность цветников и, конечно же, на общую гармонию композиций. В данное время региональная конкурсная комиссия выезжает по адресам конкурсантов и определяет, и воочию смотрит участки заявителей. Комиссия закончит свою работу в конце этого месяца, а награждение победителей у нас приурочено к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей продукции. Средства на поощрение победителей глава республики Мухмуд Али Калиматов выделил из Национального фонда развития. Уже совсем скоро, 28 августа, мы узнаем имена 10 победителей, которые разделят между собой призовой фонд в 1 миллион рублей. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.